Гостиница «Владикавказ» стала объектом плановых пожарно-тактических учений республиканского МЧС. По легенде, возгорание произошло на 6-м этаже здания. На место прибыли спасатели Владикавказского гарнизона. Пожарные отработали весь алгоритм действий при эвакуации пострадавших с верхних этажей. Людей спускали на землю по спасательному рукаву. В ликвидацию условного пожара были задействованы 36 сотрудников МЧС и 10 единиц спецтехники. Подобные учения проходят каждый месяц. Их цель – провести тренировку личного состава, выявить ошибки в работе спасателя, а также отработать взаимодействие со всеми профильными структурами. В приоритете места массового скопления людей, а также здания, сложные для тушения. Оценка в принципе хорошая. Подразделения сработали слаженно. Нарушений охраны труда не было допущено в ходе проведения учений. С администрацией нашли быстро общий язык. Оказали нам всяческую помощь в проведении этих учений. Предоставили нам статистов, которые исполняли роль пострадавших. Данный объект на сегодняшний день отработан. Можно гарантировать, что в случае пожара на данном объекте непосредственно смена, которая принимала участие в сегодняшних учениях, справится с любой сложившейся обстановкой. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Северной Осетии отчиталось о проделанной работе. Работа ведомства направлена на улучшение условий содержащихся под стражей граждан. Важным достижением стала возможность предоставить заключенным право на начальное профессиональное образование. Специальностей, которыми теперь могут овладеть осужденные, всего 11. Список составлен с учетом мониторинга рабочих мест по Северной Осетии. В прошлом году по образовательным программам обучались 326 человек, сейчас их уже 343. Количество несовершеннолетних заключенных за 5 лет сократилось в 4 раза, а из 1500 человек, находящихся в местах лишения свободы, с начала года амнистировали 120. Особое внимание уделяется и работе общественно-наблюдательной комиссии. Ее члены следят за надлежащим медицинским обеспечением заключенных и соблюдением таких фундаментальных прав, как право на свободу совести и вероисповедания. С 2010 года, с момента, когда проверила эту работу Европейский комитет по предотвращению пыток, и по настоящее время, включая и проведенной проверкой инспекторской Федеральной службы исполнения наказаний, не выявлено ни одного факта допущения жестокого обращения с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными или унижающего достоинства обращения или наказания. Торжественное открытие новой спортивной игровой площадки состоялось во дворе многоквартирного дома по улице Коцоева. На ней подрастающее поколение сможет заниматься волейболом, баскетболом и мини-футболом, а тренажерный комплекс позволит подросткам укреплять свою физическую форму. Ну а самые маленькие найдут развлечения на детской игровой площадке. Комплекс построен и оборудован по инициативе администрации Владикавказа. Программа города по развитию спорта и оздоровительных физкультурных мероприятий, она одна из главных. Почему? Да, потому что нет ничего менее затратного, нет ничего более эффективного, чем развитие физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий.